Ну и сейчас я снова передаю слово пятой студии. Евелина. Да, спасибо, Юрий. Мы готовы продолжить. Обсуждаем события на Украине и события в Крыму последние. Как вам кажется, Михаил Витальевич, вот сейчас, когда там решение принято, процесс воссоединения с Крымом начался. И теперь, конечно, важно же понять международную реакцию и цену этого воссоединения. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в мире? Как вот сейчас нам Александр несколько слов сказал о том, как меняется или не меняется сейчас вот эта информационная трансформация. А как будет дальше? Как Мне кажется, что реакция будет жесткой, системной. Не обязательно одномоментно жесткой, но будет системная жесткость. Помимо дипломатической изоляции можно ожидать определенных ограничений в плане кооперации промышленно-технологической, давления на финансовую систему. Мы сейчас видим, что наша финансовая система уязвима. У нас нету такой вот суверенной финансовой системы. И это очень хороший повод подумать о том, о чем мы должны были думать безотносительно к этому международно-политическому кризису, думать о импортозамещении, отвоевании своего внутреннего рынка отечественной продукции. Сейчас только четверть внутреннего спроса примерно работает на отечественного товаропроизводителя. Нужно, чтобы хотя бы было 3/4. Думать о том, чтобы у нас внутри страны был источник длинных и дешевых денег, потому что наши финансовые институты кредитовались на Западе и кредитуются на Западе. И потом эти деньги приводили сюда, потому что на Западе есть более-менее дешевые деньги. Или в Японии есть дешевые деньги. Доступные нашим только крупным корпорациям. Да, только крупным корпорациям, безусловно. Да. Вот сейчас этот источник будет перекрыт. Значит, нужно уметь создавать источник этого кредитования или финансирования внутри страны. Технически это возможно, но просто у нас этим не занимались. Вот наши, так сказать, финансово-экономические власти не действовали абсолютно другой модели. Поэтому перед нами большая работа, которой мы сейчас просто будем вынуждены заниматься, понимаете? Это в любом случае нужно было делать. А сейчас у нас просто нет другого выбора. Может быть, и к лучшему. Вопрос сейчас же стоит в том, такая дилемма, которая находится на поверхности, отвечать или не отвечать. Кто кому больше испортит жизнь. И вот это вот пугает, если честно. Когда Европа говорит, сейчас мы ввели первую ступень, подождите, там подойдет вторая, а за ней третья, и вот тогда будет совсем больно. А у нас горячие головы начинают говорить, что сейчас мы вам сами покажем, где раки зимуют. Вот насколько, какой выбор здесь сделать? То есть, с одной стороны, безответными, может быть, нельзя оставаться, с другой стороны, и, в общем-то, эмоции здесь не лучший помощник. Как вам кажется? Ну, слава богу, у нас во власти горячих голов не так много. А есть люди, которые... Они не совсем во власти, они близко к ней, да, очень? Нет, вот, те, кто близко, да, те кричат, давайте отвечать со всего маху, да. Причем понятно, что замахнемся на рубль, а удар будет на копейку. Поэтому не надо действовать точечно, так, как это делает наш президент, так, как это делает наш МИД. Ну, несколько фамилий сейчас объявили, они там на второй круг пошли. Мы не должны гоняться за ними в этом плане. Мы должны зафиксировать, что да, у нас есть понимание того, что санкции – это глупо, санкции – это неправильно. Мы показали, что в ответ вводим санкции, но мериться в этом плане мы не будем. А то, как в свое время в Великобритании и в Советском Союзе, да, повысылали все посольство в ответных мерах, да, и работать некому было. Вот. В данном случае же пока не введены серьезные экономические санкции, да, Банк России – это плохо, все мы должны понимать, что Банк России достоин поддержки, тем не менее, это не так страшно для нашей экономики. Вот если, там, как Обама говорит, целый сектор затронет экономический наш, тогда действительно нужно будет думать и об импортозамещении, и о более плотном союзе с Китаем, и о более плотном переходе на валютные расчеты другие, да, постепенные. Александр, но здесь, в России, вы, наверное, тоже за этим смотрите, видите, с какой надеждой в России смотрят за дискуссиями в Европе. Потому что, когда происходят дискуссии по поводу того, как наказать Россию, мы слышим голоса, что делать этого не надо, потому что это действительно будет неприятно для самой Европы, для очень многих европейских стран по целому ряду причин. Потому что очень сильны эти экономические связи. Да. И как вам кажется, какую здесь занять позицию, с одной стороны, Европе, с другой стороны, или странам европейским отдельно, потому что очевидно, что санкции больше носят такой характер наднациональный, нежели вот двусторонний. И с другой стороны, Россия, которая тоже не хочет обострения, это совершенно не в наших интересах. Во-первых, мне кажется, что мы очень много слушали слово «санкция», да? Но сегодня смотрите, какие санкции появились. Почти нет. То есть это что, какие санкции они ввели, запрет въезда чиновников и так далее, это вообще ничего.
Это нет санкций. Потом, я думаю, что если вы смотрите в Европе очень много стран, которые не думают то же самое. Например, когда они создали этот список, да, вопрос был ввести в списке Дмитрий Киселев или нет. Некоторые страны в Европе сказали, да, он должен быть в списке, а другие страны, как Финляндия, например, сказали, нет, обязательно он не должен быть в списке. Поэтому нет одной позиции в Европе. Я думаю, что та же самая ситуация с этими кораблями во Франции, с Мистралами, да. Смотрите, говорит, что нужно обязательно прекратить эту операцию, да. И потом другие люди во Франции говорят, нет, нельзя, наоборот, продолжаем. В США сказали, что лучше прекратить, и пока Франция продолжает. Поэтому это очень важный момент, мне кажется, потому что, конечно, если эти санкции появятся, да, это будет тяжелее для Франции, чем для других стран. И я уверен, что идет сейчас, я знаю, что идет очень сильное давление против государства Франции, чтобы государство Франции отменил эту операцию. По поводу покупки Мистрали было более последовательно введение более жестких санкций в отношении России. Идет очень сильная война во Франции сейчас. И что очень интересно, это что появятся расколы. Очень сильные расколы среди партий во Франции. Например, смотрите, наш министр Лоран Фабиус, он впервые выступал об этом и сказал, что нужно отказаться. Да? Вчера он писал на свой твиттер, что есть 3 корабля. Наверное, есть только 2. Он ошибался. Да? Но Жан-Пьер Чевенман, который представляет в России наш президент Франсуа Олланд, он говорит по-другому. По поводу Украины, например, он говорил, писал, что произошло в Украине, это государственный переворот. Поэтому есть 2 разные линии во Франции. Эти тенденции, эти расколы, они появились во всех политических партиях во Франции. А что вот стоит за этими дискуссиями? Это понимание того, что правда не совсем так, как ее представляют на Западе, не совсем так проста, или все-таки сугубо прагматичные интересы экономические? Ребят, Мистрали это дорого, это хороший прагматизм. Нет, вы знаете, просто от Мистрали, в данном случае отказываться от сделки, для Франции это чистый проигрыш. Потому что верфи в Сен-Назар полностью завязаны на этот контракт, потому что есть большие санкции за выход из контракта, и потому что, скажу по секрету, но это известно всем, правда, проектно-техническую документацию уже передали российской стороне. То есть, если что, мы сами построим, да, вот так, если совсем цинично говорить, того, чтобы они отказались. Помимо того, что мы действительно получим компенсации большие, еще многие здесь считают, что проект Мистрали нам не выгоден как таковой, поскольку вертолетоносец с не военной, а гражданской броней. Да, особо носить нечего. Ну, в общем, да, он нам особо нет концепции применения. Да, это было на самом начале создания этого контракта, появления этого контракта. Собственно, Россия надеялась переубедить мир и надеялась показать миру реальную картину происходящего с помощью международных наблюдателей из 23 стран, которые участвовали в референдуме, наблюдали за референдумом в Крыму. И один из наблюдателей, Йохан Бекман, публицист и правозащитник, сейчас на связи с нами из Хельсинки. Господин Бекман, здравствуйте. Здравствуйте, Эвелина. Господин Бекман, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, о том, как проходило наблюдение за референдумом в Крыму, какие настроения вы там увидели и как встречают ваши выводы на Западе сейчас. Ну, во-первых, там было достаточно много наблюдателей, 70 человек из 23 стран, и мы наблюдали референдума фактически с начала до конца. И то, что мы видели, это было, конечно, удивительно. Люди голосовали, крымчане, с радостью, с энтузиазмом даже. И все шло мирно, спокойно. Это все было, конечно, великолепно. То есть это для меня лично это было просто событие очень важное, даже в моей жизни, потому что я такого раньше не видел. Вот это радость и все, что было связано с выбором, это было, естественно, уникально. И, конечно, выводы нашей международной делегации наблюдателей было в том, что все было
сделано без нарушения и в рамках соответствия международного права и Украинской конституции, и Конституции Крыма. Но ответить на ваш вопрос о том, что как и на это все реагировали, это, конечно, весьма совершенно по-другому, потому что на Западе, конечно, сейчас идет очень мощная пропаганда в интересах США, в интересах НАТО. Фактически, например, в Финляндии захватили некие американские пропагандисты все СМИ, фактически сейчас, которые ведут агрессивную антироссийскую пропаганду и также пропаганду в интересах, то есть присоединения Финляндии в НАТО. То есть это именно сейчас происходит в нашей стране. Плюс, конечно, санкции. То есть известно, что в списке США попали несколько граждан Финляндии. И наши политические деятели говорят откровенно уже о том, что это фактически не санкции против России, а санкции против Финляндии. Это интересно, кстати, и здесь об этом много говорят, потому что всем понятно, имена тех граждан Финляндии, которые попали в список этих санкций, это известные бизнесмены в России и в Финляндии. Скажите, а со стороны Финляндии, со стороны официального Хельсинки может последовать какая-то реакция по поводу того, что, уважаемый Вашингтон, вы не тех санкционируете сейчас, вот так, попросту выражаясь? Но ситуация очень сложная, потому что Финляндия единственная страна в Евросоюзе, которая имеет очень тесные, очень хорошие, близкие отношения с Россией. И поэтому все эти санкции против России фактически санкции, антифинские санкции и санкции против Финляндии, против финнов. И так их принимают фактически сейчас в Хельсинки именно наши политические деятели, наша политическая элита постоянно говорит о том, что как мы можем жить дальше с такими санкциями, когда сейчас фактически уже запрещают встречи на высоком уровне между Финляндией и Россией. То есть проблема в том, что наши министры едут в Москву чуть не как домой, то есть встретиться со своими коллегами, тоже в Питер, а сейчас они якобы скоро уже не имеют права встретиться со своими коллегами. То есть, конечно, грубо говоря, Финляндия уже сейчас уже сойдет с ума, потому что для нас это неожиданно. Финляндия среди европейских стран имеет самые близкие отношения с Россией, и для нас это санкции против Финляндии и против финнов. Нет, я имела в виду сейчас, господин Бекман, вполне конкретный запрос формальный, да, там, от МИДа или от кого-то, на основании чего были введены санкции против граждан Финляндии. А дальше перечень тех лиц, которые сейчас попали под санкции как россияне, как российские бизнесмены. Вот может ли последовать такой запрос? Потому что Россия бы, например, такой запрос отправила, я думаю. А что вы имеете в виду? Я имею в виду сейчас тех российских бизнесменов, которые являются гражданами Финляндии и которые попали в список американских санкций. Может ли последовать здесь официальный запрос со стороны Хельсинки? На каком основании? Нет. Финляндия, во-первых, не намерена соблюдать санкции США. Вот в этом То есть для нас это фактически ничего не значит. Мы заметили то, что граждане Финляндии попали в американский список, но еще раз повторяю, что это не наш список, то есть мы не намерены соблюдать эти санкции. Плюс, конечно, очень бурная дискуссия сейчас в нашей прессе о том, что вообще это неправильные фамилии, которые туда попали. Те граждане Финляндии, которые в американском списке, финны против них ничего не имеют. Это собственник, владелец хоккейного клуба Йокерит, поэтому сейчас, конечно, финские фанаты хоккея шокированы, то есть Америка выступает против финских хоккей, что ли, или что, то есть у нас очень бурная дискуссия, никто не может понять, что происходит, и общая атмосфера в Финляндии, конечно, такого, что Финляндия вообще не хочет участвовать в этих санкциях, потому что это в любом случае это санкции против Финляндии. Господин Бекман, скажите, пожалуйста, тогда, у Финляндии есть значительный опыт ведения правозащитной деятельности, и мы знаем, что финская сторона, в частности, участвовала и в расследовании событий 2008 года, да? Это же была госпожа Талиавини, по-моему, да? Вот, если я не ошибаюсь сейчас. И здесь, вот есть ли на сегодняшний день возможности создать там
комиссию, некую правозащитную, некую юридическую комиссию, которая будет восстанавливать всю правду и там, всю цепочку событий, произошедших на Украине, потому что Россия готова к такому международному разбирательству, и, может быть, здесь Финляндия могла бы выступить, поддержать нас в этом. Ну, естественно, я уверен, что Финляндия здесь поддерживает Россию. Уже финские политические деятели уже до переворота в Киеве предлагали создавать некую группу либо наблюдателей, или посредников, которые именно из Финляндии, как из нейтральной страны, участвовали бы в переговорах и так далее. Но сейчас, конечно, ситуация в том, что то есть в Киеве произошел переворот, и во власти попала эта хунта, откровенно фашистская хунта, которую Россия не признает, конечно, но наоборот, которую признают США и ЕС, и фактически эти санкции являются инструментом давления против России для того, чтобы Россия тоже признала эту фашистскую хунту. Но это же невозможно, потому что эта хунта угрожает постоянно Россию, даже с ядерными оружием и так далее. Там откровенные неонацисты входят в эти структуры. То есть это фактически организованная преступная группа. Но что сейчас делать, конечно, это снайперское дело надо расследовать, естественно. Но ситуация такая, что, как мы все слышали из YouTube, разговор с баронессой Эштон, с министром Эстонии, когда эстонец рассказывал о том, что он считает, что именно так называемая оппозиция использовала снайперов против всех, тогда это было неудивительно для баронессы. Поэтому баронесса, видимо, об этом знала раньше, или что, мы не знаем, конечно, но я уверен, что сейчас расследовать это дело не в интересах Америки. И проблема в том, что Америка сейчас ведет крайне агрессивную, уже психологическую войну на территории Европы против России. Это все мы чувствуем здесь, в Финляндии, когда ведется агрессивная психологическая, уже информационно-психологическая операция против финского народа для того, чтобы изменить общественное мнение финнов к отношению НАТО. Потому что, как известно, уже фактически до 70% финнов выступают против членства Финляндии в НАТО. А в данной ситуации они... Определенные издания в Финляндии, в основном это медиаконцерн Санома и газета Helsingin Sanomat и газета Ilta Sanomat, они ведут весьма агрессивную пропаганду в интересах США. Именно для того, чтобы создавать среди жителей Финляндии некий военный психоз о том, что сейчас Россия намерена напасть на Финляндию. Это, конечно, неверно, потому что наши отношения с Россией отличные. Российско-финские отношения очень хорошие, на очень высоком уровне. И поэтому все эти санкции для нас это большой удар. Это большой удар именно против Финляндии и против финнов. Я благодарю вас, господин Бекман. И против нашей дружбы. Вот это правильно. Я благодарю вас, господин Бекман. Публицист-правозащитник Йохан Бекман был на связи с нами из Хельсинки. В Финляндии пенсии больше, кстати. Зачем им к нам? Да? Можно было сразу эту тему закрыть. Да. Важно, чтобы в Европе наконец все-таки поняли, что их интересы и интересы США – это не то же самое. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да. Вы знаете, я хотел бы несколько пополемизировать с Михаилом, который говорил, что очень долго и очень жестко будут меры против нас предпринимать, и вспомнить, как это было в 2008 году. Там тоже сначала рассказывали, что мы агрессор, что мы напали на бедную Грузию, и длилось это несколько месяцев. Август, сентябрь, октябрь. Но было разбирательство. Где-то в ноябре начало спадать вот этот вот накал страстей и так далее. 3 месяца, то есть квартал где-то он длился, а потом все начали признавать, да, действительно, Грузия сама начала стрелять в русских солдат, да, действительно, Грузия сама снесла там. Все так, Павел Викторович, если вы вспомните, этому предшествовал план Николя Саркози и Путина
Этому предшествовало создание группы наблюдателей и посредников, которые стали выяснять и проводить расследование того, что происходило. Там, Кстати, знаете, вот, в чем, собственно, разница очень простая. В случае с Грузией, Да. Грузия ведь напала не только на Осетию, да, которая была формально частью ее территории и признавалась Россией, она напала на Россию в лице миротворческого контингента России, который находился там на основе официального мандата. Да. Да? То есть это было прямое объявление войны, и отрицать это можно только полностью, игнорируя факты. В случае с Крымом мы сделали все, чтобы войны не началось, чтобы не было прямой агрессии. То есть была проявлена ответственность для того, чтобы никто не погиб. И прежде всего со стороны граждан Крыма, со стороны русских солдат, которые там находятся, матросов. Вот. И вот были сделаны превентивные меры. И сейчас, по сути, нас обвиняют в том, что меры Что были кровь не превентивные. пролилась, да. Они говорят, а что же, а кровь-то не пролилась, понимаете? Конечно. Войны-то не началось. Но при этом Вот, превентивные... и на этой разнице они будут делать... Вы абсолютно правы, да. Действительно, тогда был план Саркози. То есть мы будем иметь возможность выйти из этого кризиса после того, как мы начнем переговоры с руководством Украины. Где это руководство Украины? Как с ним вести переговоры? Украины, С кстати, революцией это договориться отдельно. нельзя. Мы с ними сейчас договоримся, завтра придут люди с Майдана, побьют их и выкинут из кабинета, как этого гендиректора Первого канала. А вас, кстати, судьба Виктора Януковича в этой ситуации ни разу не заинтересовала? Вот, Не, меня заинтересовало просто как художественного, сейчас? как литературного персонажа. Потому что это такая человеческая драма, так сказать, полностью раздавленный человек, так сказать, при этом имевший такой гонор большой. Но в какой-то момент, когда он здесь появился, была же история, что, может быть, появится там правительство в изгнании, или как-то он же сказал, что он работает, он собрал 2 пресс-конференции. дело в том, что что он мог- ненавидят. Это история с ограниченным Я сроком имею в виду, годности что до это как следующих раз та выборов. самая формальная, это та самая власть, с Нет, которой можно вести формально, переговоры, теоретически понимаете? можно было бы это делать, но это не Чернокайши даже. Но это же просто Это отработанный России материал. будет минусы Да. приносить. И тем, кто России симпатизирует на Юго-Востоке, тем, кто выходит с российскими то есть, знаменами, что для них настолько Янукович это непопулярно, И ругательство. его и в Крыму ненавидели, Ну, и в Крыму, понимаете? конечно, Ну да. как можно? Ну, человек довел страну до этого. А в Крыму его ненавидели, кстати, знаете почему еще вдобавок ко всему? Потому что раньше в Крыму главным был крымский бизнес, а вот пришел Янукович, донецкие, и донецкие начали давить крымчан. Они, между прочим, поэтому сейчас и Они больше восстали, западенцев потому что... не любят, Как нет, Нет, я западенцев поняла, это был больше, потому что аргумент. эти его их грабили, а эти убивать будут. да. Давайте ближе. Непопулярность политического деятеля – это был сильный аргумент в этой ситуации. Александр, вам последнее слово заключительное в этой программе. И ваш прогноз, потому что вот сказал Павел Викторович о том, что эта ситуация может развиваться как в Грузии, то есть там ярко, эмоционально, но недолго. А вы как считаете? Сегодня немецкий групп Volkswagen сообщил, что они хотят продолжать их развитие в России. Поэтому, несмотря на то, что власть Германии очень жестко выступила в Европе против России и говорил про санкции, экономическое развитие немецких групп в России продолжается. Поэтому я надеюсь, что будет то же самое с французами, группами, с французами компаниями. И тоже вы сказали, что в Крыму ненавидят Януковича. Это очень смешно, потому что это точно, конечно, но я смотрел опрос до 3 дня, когда он уехал из власти, и он сделал опрос в Украине, он получил 18%, мне кажется, то есть очень меньше, чем 20%, да? 16, не помню. Это то же самое, как наш президент во Франции сегодня. То есть, в принципе, это не мешает ему быть президентом, да? Никто пока? во Франции думает, что нужно сделать переворот власти. И если это произойдет во Франции, я не уверен, что НАТО и США будут согласны, что эти события произошли во Франции. Поэтому... Я благодарю вас за этот разговор, за то, что пришли сегодня в нашу студию. Это была программа «Мнение». Спасибо за внимание. До свидания.